إن الدين عند الله الإسلام. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и которого молим о помощи и прощении. У Него мы ищем защиты от зла наших душ и от зла наших скверных деяний. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не собьет, а кого Он сбивает, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей, который далек от сравнений и чист от уподобления. Я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, благословение Аллаха и его приветствие ему, его семье, его сподвижникам, табиинам и всем, кто последовал за ними в благом. Страшитесь Аллаха истинной богобоязненностью, крепко держитесь за веру ислама и знайте, что завтра вы будете стоять перед Аллахом с вашими деяниями и будет вам воздаяние за то, что вы приобрели в этой жизни. Помните, что ваше возвращение будет или в рай, или в ад. Аллах Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». О рабы Аллаха! У мусульманина есть своя высокая степень и почтение перед Аллахом. Ему дарована неприкосновенность, защита и собственное достоинство. Ведь пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: «Исчезновение этого мира легче перед Аллахом, чем пролитие крови мусульманина». Достоверный хадис, переданный имамами Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа. И здесь мы привели версию Байхаки. Шариат принес этические нормы, установки, законы и систему наказаний, которые высоко ставят неприкосновенность мусульманина и защищают его от причинения ему даже самых малых страданий, если даже это касается всего лишь его чувств и ощущений. Ислам установил братство, основа, делающая обязательным прекрасные отношения друг к другу и запрещающая причинение какого бы то ни было вида и формы вреда. Аллах Всемогущий, Он велик, сказал: «Воистину, верующие братья». Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: «Не завидуйте друг другу, не прислушивайтесь к беседующим, не испытывайте друг к другу ненависти, не перебивайте торговли друг другу. Будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман не притеснять другого, не обманывать его, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи, а богобоязненность скрыта здесь». И посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, трижды указал рукой себе на грудь, после чего сказал: проявление надменности по отношению к своему брату-мусульманину достаточно, чтобы считать это злым деянием, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Хадис передал имам Муслим. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, также сказал: не уверует никто из вас до тех пор, пока не пожелает для своего брата того, чего желает для себя. Передал Бухари и Муслим. Незабываемое историческое собрание Хаджатуль Вада, прощальное паломничество, провозгласило право мусульманина и заложило основу почитания его чести и достоинства и запретности причинения ему вреда каким бы то ни было образом. О мусульмане! Попирание этих прав, которые почтил Аллах, чинит несправедливость и насилие по отношению к мусульманину, наносит ему вред, является одним из великих грехов. Аллах Всемогущ, Он и велик, сказал по этому поводу: «А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха. А если причинять эти страдания лучшим и праведным людям среди мусульман, то непременно величина греха возрастает». В священном хадисе, переданном имамом Бухари, посланник Аллаха сообщил, что Всевышний Аллах сказал: «Я объявляю войну враждующему с тем, кто мне близок». Какой же глупец возьмется враждовать с Аллахом? Ведь Аллах пречист, Он и велик, сказал: «Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал». Защита Аллаха предоставляется в зависимости от степени имана. А если человек достиг степени друзей Аллаха, то в этом случае Аллах объявляет войну тому, кто враждует с ним. Возможно, что какой-нибудь простой, слабый и безызвестный человек является одним из друзей Аллаха, но ты не ведаешь об этом. Остерегайся же от причинения зла тем, чью защиту взял на себя сам Аллах. Ибн Кафир, да помилует его Аллах, сказал: смысл слов «а те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин», заключается в обвинении их в том, чего они на самом деле не делали. А слова
взваливает на себя бремя клеветы и явного греха, это открытая клевета, злословие и наговор на верующих мужчин и женщин с целью обвинения их в том, чего они не совершали, или ущемления их в чем-то. О рабы Аллаха! Шариат запретил даже те поступки, которые могут задеть честь мусульманина, принести ему моральные неудобства. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Если будете втроем, пусть двое не перешептываются втайне от третьего, ибо это огорчит его». В другой версии хадиса: «Поистине, это нанесет обиду верующему, а Аллах не любит причинение обиды верующему». Хадис передал имам Тирмизи и сказал, что он достоверный. Дело доходит до того, что воздаянием человеку, убравшему колючку из дороги, по которой ходят мусульмане, будет рай. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: один человек, проходя по дороге, где лежала ветка от дерева, сказал: «Я уберу ее с пути мусульман, чтобы она не повредила их», и по этой причине был введен в рай. Посмотри, какова награда того, кто отвел от мусульманина лишь незначительный вред, хотя и сам не был причиной этого вреда. Само только отвращение вреда является одобряемым, благим деянием, за которое мусульманин удостаивается награды. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Не вреди людям, и это будет милостыней от тебя самому себе». Хадис передал имам Муслим. Когда пророка, да благословит его Аллах, приветствует, спросили, какой из мусульман лучший, он ответил: тот, от рук и языка которого спасены мусульмане. Хадис передал Бухари и Муслим. В другой версии сообщается: мусульманин — это тот, от языка и рук которого спасены мусульмане. Ибн Хаджр, да помилует его Аллах, по этому поводу сказал: мусульманин лишь тот, от рук и языка которого спасены мусульмане. Под этим имеется в виду мусульманин, ислам которого полон и совершенен. А у человека, от рук и языка которого мусульмане не спасены, отсутствует полнота обязательного ислама. Безопасность мусульман от языка и рук человека является обязательным, ваджибом, а причинение им вреда рукой или языком запретным. Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Остерегайтесь сидеть у дорог». Люди сказали: «Но мы не можем делать этого, мы сидим там и беседуем друг с другом». Тогда он сказал: «Если уж вам непременно нужно собираться там, то, по крайней мере, воздавайте дороге должное». Его спросили: «А что означает воздавать должное дороге?» Он сказал: «Потупляйте взоры, никому не причиняйте вреда, отвечайте на приветствие, побуждайте к одобряемому и удерживайте от предусудительного». Хадис передал Бухари и Муслим. К причинению вреда мусульманам также относится создание им неудобств на их дорогах и общественных местах, в том числе с безразличием, без проявления уважения к ним оставлять после себя мусор в таких местах. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Бойтесь двух действий, навлекающих проклятие». Его спросили: что это за действие, навлекающее проклятие? На что он ответил: это справление нужды на прохожей части дороги и там, где люди прячутся в тени от сильной жары. Хадис передал имам Муслим. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сообщил нам о том, что устранение вреда с пути мусульман есть милостыня и считается одним из ветвей имана. Имам Табарани и другие с достоверным снадом передали, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Обязательно падут проклятия мусульман на тех, кто заставил их испытывать муки на своем пути». Одним из великих правил ислама являются следующие слова пророка, да благословит его Аллах, приветствует: «Нет вреда и нет причинения вреда». Хадис передали имамы Ахмад и Ибн Мадж. Даже ради достижения благой цели непозволительно причинение неприятностей мусульманам. В один из пятничных дней, когда пророк, да благословит его Аллах, приветствует, вел пятничную хутбу, один человек стал проходить вперед через ряды сидящих людей. Увидев это, пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал ему: «Сядь, ты создаешь неудобства людям». Хадис передал Абу Дауд, Ибн Хузейма и Ибн Хиббан. Сказали, что он достоверный. Джабир ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Пусть не приближается к нашим мечетям тот, кто ел лук, чеснок или лук-порей, потому что ангелы испытывают неудобства от того же, от чего испытывают люди». Хадис привел имам Муслим. Это указывает на запретность причинения мусульманину вреда. Если даже это случилось ненамеренно, и если даже этот поступок был дозволенным и не запрещенным шариатом, что же тогда говорит о вреде, причиняемом намеренно, основываясь на личных интересах и следуя страстям? О мусульмане, видов причинения обид, страданий и вреда множество, и мусульманину надлежит избегать их всех, а в особенности тех, относительно опасности которых и губительности их последствий пришли явные доказательства в Коране и Сунне, таких как хула, сплетня, причинение вреда соседям, прислуге, слабым и немощным людям.
Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «В судный день я буду судиться с тем, кто притеснял муахада, неверного, живущего на мусульманской земле под защитой мусульман согласно договору, ущемил его, возложил на него то, что сверх его сил, или забрал у него что-то, либо без его согласия». Передал Абу Дауд с достоверным иснадом. Если это сказано об отношении к неверному, который жил под договором, то каково будет тому, кто поступал несправедливо относительно мусульман? Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает: посланника Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, спросили: такая-то женщина молится по ночам и постится днем, но языком вредит своим соседям. Каково ее положение? На что он ответил: нет в ней добра, она в огне. Хадис привели имам Ахмад и имам Бухари. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, также сказал: пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в судный день, не причиняет зла своему соседу. Передал Бухари и Муслим. Ругань, оскорбление, хула, сплетни и порочение чести является одним из видов причинения вреда. Аллах Всевышний сказал: вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех. Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, передает: однажды пророк, да благословит его Аллах, приветствует, поднялся на минбар и громким голосом сказал: «О те, кто заявил о своем исламе языком, но иман не проник в его сердце, не причиняйте вреда мусульманам и не следите за их личными делами, выискивая их ошибки, а затем, кто будет выискивать их ошибки, будет следить Аллах. А чьи ошибки будет выискивать Аллах, того он опозорит, даже если он спрячется у себя дома». Абдулла бин Умар посмотрел на Каабу и сказал: насколько же ты величественна, и велико твое почтение, но почтение верующего выше, чем твое. Передал имам Тирмизи достоверным иснадом. В Сахихе Муслима приводится хадис от Амира ибн Амра, да будет доволен им Аллах, в котором даже говорится: тот, кто разгневал мусульманина, разгневал своего Господа, и если даже нанесший обиду самый достойный и лучший из людей, за свой поступок он будет находиться под угрозой наказания Аллаха и его мести. О мусульмане, остерегайтесь наносить обиду верующим и причинять зло людям вообще, кроме лишь по очевидному праву, основанном на ясных доказательствах Корана и Сунны, передаваемым от праведных предшественников этой уммы, для того, чтобы у вас были надежные и сильные доказательства перед Аллахом, и чтобы каждый получил по заслугам. Поистине, причинение вреда верующему есть зульм, несправедливость и беззаконие, и нет преград между мольбой притесненного и Аллахом. Хотя, проявить терпение к причиняемым людьми мукам лучше, чем просить дуа против них. Аллах Всевышний сказал: но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых. Есть такие виды причинения вреда, что их грех не смоет ни молитва, ни милостыня, ни пост, а причинивший вред не будет прощен до тех пор, пока его не простит тот, в отношении кого он совершил зульм. Но разве он может простить в тот день своего обидчика, когда книги деяний летят по воздуху, и цена благих поступков очень высока? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, спросил своих сподвижников: знаете ли вы, кто такой муфлис? Они ответили: это тот, кто потерял все свое имущество, деньги. Нет, сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, это тот, кто придет в судный день с молитвой, постом и с милостыней. Но он обидел одного, оскорбил, ударил другого, причинил вред третьему, взял в долг и не вернул. И Аллах будет брать у него хорошие дела и отдавать тем, кого он ущемлял, пока они у него не закончатся, а потом будет брать дурные дела обиженных им людей и отдавать их обидчику, и потом он зайдет в ад. Передал имам Муслим. Зло становится страшнее, грех увеличивается и наказание будет сильнее в зависимости от величины достоинства человека, которому оно причинялось, или святости времени или места, а также величия причины. И если насмехаться над людьми есть зло и несчастье, то насмехаться над праведными, набожными, искренне служащими религии Аллаха людьми есть еще больший и опасный грех. А ведь высмеивание и выискивание недостатков было одним из первых оружий, использованных против пророков и посланников, да благословит Аллах их всех и приветствует. Хотя в любом веке, в любой стране не обходилось без этого явления, велика печаль и сожаление от того, что все это делается открыто и без порицания, публично и повсеместно. Ведь ронять честь и достоинство в носителей знания и религии – это явление, лишь недавно появившееся на землях мусульман. Ведь религия продолжает оставаться почитаемой до тех пор, пока ее последователи почитаются. А если делами, касающимися знаний и религии, управляют те, кто недостоин этого, то это не что иное, как унижение мусульман и очевидная смута. О верующие! Поступать несправедливо по отношению к своим близким родственникам – грех, заслуживающий еще большее наказание. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, в своей прощальной хутбе, а также в последние мгновения своей жизни, находясь при смерти, завещал нам хорошо обходиться со своими женами.
Да погибнет тот, кто, вопреки завещанию пророка, да благословит его Аллах, приветствует, притесняет женщин. Да погибнет также и жена, которая доставляет муки своему мужу, ведь ангелы проклинают ее за это. Причинение вреда одним из супругов другому является одним из самых отвратительных видов причинения зла. Руководители, которые притесняют своих подданных, попирают их права и отодвигают их интересы на задний план, в какой бы это ни было сфере, также попадают под аят, где Аллах, пречисленный и велик, говорит: «А те, которые заслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха». Да одарит Аллах нас с вами баракатом Корана и Сунны и даст извлечь пользу из аятов и мудрости. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Я свидетельствую, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей и который обладает истинной, очевидной властью. Я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха, его правдивый и верный посланник, благословение Аллаха и его приветствие ему, его семье, его сподвижникам табиинам и всем, кто последовал за ними в благом. О мусульмане, если вредить мусульманам упомянутыми выше в примерах способами считается большим грехом и тяжким преступлением, то что же можно сказать о тех разновидностях зла, которые испытывают на себе миллионы мусульман, беды и несчастья, связанные с которыми падают на всю умму? Соответственно, увеличению и распространению зла отягощается и его грех, и увеличивается наказание за него. Если проклятие достоин человек, справивший нужду на проходной части дороги мусульман или их тенистых местах, навредивший при этом только определенному их количеству, то каково же будет положение тех, кто наносит вред и причиняет зло тысячам мусульман по причине их религии, убеждений и представлений? Эти люди творят зло относительно Аллаха и его посланника. Аллах всемогущ, Он и велик. В хадисе Кудси сказал: «Человек причиняет зло относительно меня». Хадис передал Бухари и Муслим. А в Коране говорится: «Воистину, тех, которые поносят Аллаха и его посланника, Аллах проклял в этом мире и в последней жизни и уготовил им унизительные мучения». Еще одним из видов нанесения вреда мусульманам является подмена истины, подтасовка фактов, отравление ума и сознания людей и внедрение всего этого в сферу ценностей, этики и образа жизни. Подобно тому, как несут в себе зло то, что предлагается к чтению и демонстрируется к просмотру, что противоречит и наносит удар здравому общественному восприятию, человеческим достоинствам и самой природе человека, не говоря уже об основах и принципах шариата. Разве все это не является нанесением вреда мусульманам, ограничением их религии и чувств? Таким образом, что человек, желающий оградить себя и свою семью от впадения в эти отклонения, сталкивается с очень и очень большими трудностями. О рабы Аллаха! Другой из видов зла, воспользовавшись нуждой и бедностью людей, применяя хитрость, завлечь их в риба, ростовщичество, которое черными тучами нависло над землями мусульман и незаконно и агрессивно стало господствовать в финансовых и торговых отношениях людей. Риба вошло даже в дома тех людей, которые не желают слышать даже о его запахе. Начиная от банковских операций, заканчивая кредитами, в результате долги возросли, нужда удвоилась. Должник не извлек выгоды, и баракат с имущества исчез. Пусть страшатся Аллаха в своих сделках, обладающие имуществом, и экономисты. Клянусь Аллахом, завтра они будут спрошены. Во избежание этого, как было бы прекрасно, если бы государство увеличило количество банков, выдающих суду без каких-либо процентов, как безвозмездный долг. На рынке и экономике есть еще одна сторона причинения вреда обществу, которую практикуют некоторые дельцы и заинтересованные лица. Это монополия, завышение цен, стеснение мусульман в пропитании и жизненно необходимых средствах. Жадность ослепила этим людям глаза, а алчность притупила их чувства. Торговля и коммерция являются щедрыми воротами зарабатывания средств, но это не означает, что можно выпивать кровь слабого до самой последней капли. Хуже этого, вовлекать его в непосильные ему долги.
Потому нам всем нужно постоянно помнить следующие слова Аллаха. А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха. Это то, что я хотел вам сказать. Благословляйте и приветствуйте лучшего из людей и самого чистого из них, Мухаммада ибн Абдуллу. О Аллах, благослови и приветствуй своего раба и посланника Мухаммада, его благое и пречистое семейство и его сподвижников. Да будет твое довольство над направленными на истину имамами и праведными халифами Абу Бакром, Умаром, Усманом и Али, и над всеми остальными сподвижниками, над табиинами и теми, кто пошел по их следам и последовал их сунне, о Господь миров.